آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Есть книга имама Навави, очень много книг есть, у него одна из очень популярная книга, у него Фатава, вопросы, которые ему задавали, и он на эти вопросы отвечал. И сегодняшний вопрос, который он отвечает, два вопроса, мы постараемся среди нашего общества тоже очень много эти вопросы задают, чтобы было ясным для нас ответ. Первый вопрос – это можно ли играть нарды? Это вопрос задает имаму Навави, джаизун ам харамун, является ли это разрешенным или же харамом. Аджаба, ради Аллаху та'аля анху, отвечает имаму Навави, ответил на этот вопрос имаму Навави, хуа харамун инда аксари уламаи. Большинство ученых сказали, что это является харамом, неразрешенным. Есть хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман ла'иба бин нардин ау нардаширин, факад аса Аллаху ва расулаху». Тот, кто играет нарды, проявляет непокорность Аллаху и Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Это место, которое мы должны очень задумываться и задавать каждый себе вопрос. Бывают люди, которые поехали в хадж, вернулись, то же самое у них дома бывает нарды. Они говорят, мы за деньги играем просто для того, чтобы чуть, когда гости пришли, или пойдем кому-то соседу нардами играться. Когда ученые это единогласно говорят, что это является харамом, есть хадис, где посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто играет нарды, он проявляет непокорность Аллаху и Его посланнику. Это место очень опасное место. Это место, которое каждый должен задумываться, если у кого-то есть дома нарды, взять, использовать эту доску куда-нибудь на полезное место, кому нужно, кому что-то для чего-то куда-то поставить, эту доску можно использовать. А так дома держать, играть, это нарды является харамом, запрещенным для мусульманина. Над этим надо подумать. Если кто-то раньше играл, у кого-то они находились дома, не знали, что это является большим грехом, то для него есть возможность сегодня делать таубу, раскаяться искренне и оставить эту игру. А если он будет продолжать, конечно, он будет делать харам. Если это было бы какой-то нежелательность, какой-то мубах, разрешенная вещь, это понятно было бы. Когда единогласно все ученые говорят, что это является харамом, для нас является не подходить к этому игру. Мы поняли первый вопрос, это был у нас нарды, имам Навави на этот вопрос отвечает, что это является харамом. И хадис, который я привел, тоже для нас, чтобы мы подумали, те люди, которые особенно говорят, что мы любим Аллаха, любим пророка, если вы любите Аллаха и пророка, если вы играете это нарды, то вы проявляете непокорность. Второй вопрос, можно ли играть шатранич? Шатранич это шахматы. Халь яджузу амля, это можно или нет? Вахаль я'саму ла'ибу бихи, попадает ли грех тот, кто играет шахматы? Имаму Навави отвечает на этот вопрос: «Инфавата бихи салатан ан вактиха», если она отвлекает от намаза, если она от намаза, или же второй «Аула'iба аля ивадин фахуа харамун», если же идет игра на ставку на деньги, является харамом. Если отвлекает от намаза, первое. Второе, если за деньги играют, хоть с одного стороны, хоть с обеих сторон, то является харамом. А если это два условия нету, просто так, если шахматы играют, это является возле имама нашего мазхаба шафийского мазхаба является карахатом нежелательным. А другие имамы, имам Ахмад, Малик, Абу Ханифа, рахимахумуллах, ва харам инда гайрихи, говорит имаму Навави. Три имама говорят, это является харамом. А если человек постоянно играет в шахматы, почему шахматы разрешает? Для того, чтобы
можно от него научиться развивать ум, говорит, только если этим этот человек играет. Или же для харба, для войны, говорит. Раньше для этого их использовали. Для того, чтобы научиться воевать, вот для этого их использовали. А тот, кто постоянно играет в шахматы, у этого человека муруат отпадает. Фатураду шахадату, он как свидетель его не принимает. К примеру, когда никах делают, должен иметь два свидетеля. Они должны иметь адили. Адиль — это тот человек, который большие грехи не делает, и на маленькие грехи, который не постоянствует. У этого человека, который постоянно играет в шахматы, он как свидетелем не идет. Если он будет свидетелем, тот никак будет недействительным. Сейчас себе вопрос задавать можно каждый человек, если тебя как мусульманин, который намаз делает, умразу соблюдает, ты себя считаешь мусульманин, тебя как свидетелем нельзя даже брать, потому что ты постоянно играешь в шахматы. И книга Иоанна тут Алим пишет, возле 3 имама шахматы являются харамом, а имам Шафи, как мы сказали, является карахатом, если вот это 2 условия нету. Али, ради Аллаху анху, когда проходил, он увидел, что люди играли в шахматы. Он подошел, он сказал, что за статуэтки, которые вы играете, что за игра, которую вы за нее собрались и играете. И тогда Али сказал, ради Аллаху анху, из вас кто-то, чтобы взял на руки горячий уголь, пока она не потушилась, вот на руки держать лучше, чем эти шахматы играть. Горячий уголь, кто может на руки взять, и чтобы она потушилась столько времени, кто может ее на руки держать? Никто не может. Вот это для него лучше, чем это шахматы игра даже. И потом другой раз Али сказал, «Валлахи ли гайри хада хуликтум». Клянусь Аллахом, не ради этого, Аллах вас создал, не ради того, чтобы вы шахматы играли. И также третья версия, Али говорит, ради Аллаху анху, что он сказал, что те люди, которые играют в шахматы, они очень много попадают в грехи. Они должны обманывать. Они говорят, я убил, который не убил лишь. За это они попадают в обман в большом грехе тоже. Дай Аллах нам, чтобы мы от этих 2, первый, как сказали, нарди харам, второй шахматы возле имама Шафи является каратом, чтобы мы это амал оставили, не приближались к этому амалу. Вальхамду лиллахи раббил аламин.